Добрый день, уважаемые коллеги. Второй день нашей работы не менее важен, чем предыдущие. Мы вчера обсуждали социально-экономическое развитие в рамках оказания государственной поддержки со стороны Российской Федерации в виде финансовой помощи на проекты, которые мы реализуем в Республике Абхазия в этой сфере. Сегодня мы обсудим возможность, механизмы поддержки экономических проектов, которые будут реализовываться в нашей стране, определим механизмы, я так полагаю, способы. Естественно, здесь представители институтов развития с Российской Федерации, наши коллеги, я знаю, проработали достаточно предметно с ними вчера, вели работу эту и сегодня, поэтому я думаю, что мы сейчас не будем откладывать и, наверное, Сергей Макарович, сразу начнем с этого. Вам слово, да, пожалуйста. Давайте, Владимир Ильич, тут, в принципе, у нас вопрос простой, да, это как раз инвестиционная деятельность, и нам надо здесь, с учетом вашего опыта, который реализуете, с учетом нашего опыта и тех предложений, которые тут от бизнеса поступают, от банков, от институтов развития, нам надо здесь обсудить и выработать подходы, каким образом там наиболее эффективно, соответственно, привлекать инвестиции в те или иные отрасли. С учетом обращения президента в адрес президента России принято решение по льготному финансированию, механизм финансирования, механизм льготирования он у нас согласован. Вопрос по самому механизму определения проектов, участия банков, участия здесь государства, республики. Нам надо здесь обменяться, наверное, мнениями, каким образом, какие предложения по отбору этих крупных проектов. И тут важно мне это понимание банков, чтобы они тоже, собственно, у нас там 3 банка, это ВЭФ, ВТБ и Руссельхоз. Есть разный опыт, предыдущий период работы этих банков на территории. Его надо как раз и обобщить, и понять, и оптимизировать там нашу эту работу. И второй вопрос, который немаловажный, а может быть там более важный, это все-таки работа с МСП, тот механизм с малым и средним предпринимательством, потому что объективности ради те механизмы, которые есть на сегодняшний день, на наш взгляд, они недостаточные. Мы тут не вовлекаем банковскую структуру фактически в это. Будем так говорить, все в таком состоянии, которое требует нам сейчас подумать и принять решение, и попытаться какие-то пилотные проекты раскручивать в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Необходимо, времени не так много, там до конца года сформулировать все эти подходы, и выработать, какие нормативные документы нужны для этого. Да, плюс еще в рамках МСП мы хотели обсудить тоже по механизмам, может быть, аналогичным механизмам, критериям отбора, это по глэмпингам. Я говорил о том, что дополнительно там выделяем деньги в размере 150 миллионов на следующий год, где он должен быть, какие критерии и на каких принципах мы будем их финансировать, софинансировать. У нас есть опыт и практика по этому, можем поделиться им, вы, может быть, какие-то свои особенности туда предложите добавить. Собственно, вот на этих основных направлениях, мне кажется, они на следующий год для нас должны быть такими базовыми. Если мы отработаем эти все конструкции, модели, то будет хороший результат. Механизм предлагается сегодня рассмотреть вовлечение кредитных ресурсов в реализацию программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Очень действенный инструмент. Мы на примере применения в Российской Федерации уже понимаем, как он работает.